сильнейший и заберет свой алмаз. Продолжается наша прямая трансляция. Мы поблагодарили Андрея Столярова, тренера сборной России, который комментировал сейчас грэпплинг. А я представляю судью олимпийской категории Нону Арстумян. И почему? Потому что у нас женская борьба. Да, мы в прямом эфире. Нона, рад тебя видеть. У нас знаменитые спортсменки. Ханум Велиева, россиянка в красном трико. Но соперница у нее очень серьезная. Мерим Жуманазарова из Киргизстана. И киргизская борьба в последние годы здорово прибавила. Во-первых, всем добрый день. Мне тоже очень приятно сегодня быть здесь и комментировать. Да, конечно, это прям схватку все ждали. И Ханум ждала, и Мерим ждала. И она будет очень, я думаю, напряженная. Потому что одна хочет взять реванш. Была такая очень тяжелая ситуация на чемпионате мира. Вот, очень сложно. Произошла техническая ошибка, которая, конечно, повлияла на борьбу Ханум в последние 30 секунд. И она думала, что она выигрывает. Но по качеству выигрывала борец из Киргизии. И, конечно, победу дали борцу из Киргизии, Мерим. Вот поэтому сегодня они поборются. И Жуманазарова — это действующий чемпион мира. И плюс она призер Олимпийских игр. И сейчас вот смотрите, да, первые баллы. Какая, видите, интересная ситуация. Все время атаковала наша спортсменка, борец в красном трико. И на краю ковра Мерим взяла и обманула, и взяла балл. Провалила, да. Да. Но она взяла балл, потому что до свистка, конечно, был свисток, и после свистка только было уже переворот в партер. Поэтому 2 балла не оценила арбитр. Ханум Велиева ворвалась, в общем-то, в нашу сборную в категории 68 килограммов. У нее великолепный прошлый год был, к сожалению, поломанный из-за вот этой болезни. Да, она стала чемпионкой Европы. В этом году она призером Европы стала. Подтвердила, в общем-то, что она в обойме сильнейших европейских спортсменок. Давай, Блю, давай. Вот вообще сейчас девочки, и мужчины, и мальчики, ну и юниоры, и кадеты, и взрослые из Киргизии, из Кыргызстана борются очень хорошо. Прямо. Во всех стилях причем. Во всех стилях, да. Внимание, проход в ноги. И Жуманазарова делает 2 балла. Переворот, да, перевод в партер, 2 балла. Уходит в отрыв 3-1. Для таких соперниц это серьезный отрыв. Я думаю, что Ханум сейчас очень непросто будет. Напомню правила, в отличие от грэпплинга, где 5 минут, здесь у нас 2 периода 2 по 3. с перерывом на 30 секунд. Да, 2 по 3 у нас. И есть время, есть всегда желание. Наш борец Заурбек Сидаков всегда это доказывает, что последние 10 секунд это еще целых 10 секунд. Поэтому... Ну, я, честно говоря, очень часто в этом плане хвалю американцев, которых так воспитывают, они борются до последней секунды. Да. И сколько раз их выручает такая ситуация? Давайте вспомним Олимпийские игры. Сколько раз нас выручил Угуев на последних секундах. Это мы чуть не получили. Инфаркт. Было такое. 2 раза на Олимпийских играх, 2 схватки очень тяжелые. И на последних 12 секунд, 10 секунд. Да, и секунд. полуфинал, и за бронзу, да. Поэтому мы тоже это умеем, и неплохо. Вот, смотрите, край ковра. Сейчас вот встала, видите, на... Оп, и молодец, молодец. Это, конечно, сколько даю? 2 балла? Балл. 3-1. Да, вот смотрите, руководитель ковра делает консультацию. Возможно, сейчас изменена будет оценка. Ваше мнение как арбитра? Вот там видели, если я правильно услышала, сказали, что после времени было, потому что было 2 балла, но, видите, я услышала, арбитр сказал, что после времени. Я потому что смотрела на борьбу, на время не посмотрела. Это уже, видите, когда ты руководителем ковра сидишь, ты смотришь все. Если говорить про последние секунды, на мой взгляд, вот в Токио самое феноменальное — это вольный стиль, тяжелый вес, где Гено Петриашвили отыгрался и на последних секундах улетел.
Сейчас начнется второй период. Но на ваш взгляд, самая здесь ожидаемая схватка из всех участников какая? Ой, вы знаете, не знаю, вот я эту схватку тоже очень ждала. Конечно, очень интересная будет схватка Емелин Чабан, Власов Немеш, очень будет хорошая схватка. Сидаков, ну, это вообще Кадимагомедов, Кадимагомедов, да, это повторение финала. я даже не знаю, какую схватку отметить. Конечно, все схватки. Ну, действующий чемпион мира Чабан борется, действующий олимпийский чемпион. Ну, я уже не говорю про нашего двукратного олимпийского чемпиона Абдурашид Садулаев. Просто то, что он выйдет, уже праздник. Поэтому очень много, очень интересно. Его поединок последний. Да, конечно. Будет очень хорошая схватка. И в 130 килограмм греко-римской борьбе наши два борца борются. Да, Гидехаури молодой, Да, и и двукратный Семенов. призер Олимпиады, Олимпийских игр. чемпион мира Семенов Сережа, москвич. Так, Велиева делает бал. Вот еще бал. Ну, будем надеяться, что она как раз сейчас вот поймала вот этот ритм борьбы и начинает отыгрываться. Очень важно. Да, вот счет 3-1, поэтому время есть. Еще вот чуть-чуть. Вот видите, Блю сейчас пассивен. Синий руку арбитра делает замечание борцу в синем трико. Подготавливает пассивность. Хороший термин, подготавливает пассивность. Я им не пользовался. Очень, да, это правильно, потому что когда, я и нашим борцам всегда говорю, когда арбитр говорит действие, видите, контакт, фол или, например, head-up на английском, да, выше голову, это все подготовка к пассивности, если не будет технических действий. Вот. Давай, Блю. Давай, Ред. Как-то паузу взяла Велиева сейчас. Да, и видите, поэтому пассивность не наступила, потому что она не продолжила атаку. Хороший вход. Вот. Ой, выскочил здорово. Молодец. Мирим Еще раз. Жуманазарова очень грамотно сейчас защитилась. Она вообще, да, очень такая девочка. Вдумчиво борется, я бы сказала, очень. Есть время, видите, Ханум очень хочет, желает, может. Главное верить. Очень принципиальная схватка. Да. Так, зафиксировала голову. Попытка получится обойти. Надо прокинуть, зайти за... Но Жуманазарова сама сбросила с руки. Да. Вы знаете, я вам сейчас вот скажу, я вот сейчас сижу, смотрю, комментирую, и у меня ощущение, что я сужу схватку. Сужу схватку, и мне даже подсказать что-то хочется, и это, конечно, тяжело. 30 секунд остается, тяжелейший отрезок. Причем для обоих спортсменок, та, которая удержит преимущество, психологически очень тяжело. Ну, Ханум будет атаковать, ее гонит ситуация в атаку. Для одного кажется целых 30 секунд, а для другой кажется, почему так мало. Это 30 секунд быстро улетает. Будем ждать, будем ждать. Да, время, субстанция очень условная. Ну что ж, выход в положение балл дают, хотя... Конечно, балл, нет, это балл, потому что на краю ковра она, значит, я объясню. Значит, если бы она с ковра ушла в партере, да, то это был бы не балл. Но так как она на краю ковра специально опустилась на колени и вышла, это балл. Просто это тонкости, которые, к сожалению... Ну что ж, удерживает чемпионка мира, удерживает преимущество. Посмотрите, как сколько устали. Болельщиков, Да. посмотрите. Болельщики из Киргизии пришли сюда. Ну, мы их приветствуем, молодцы. Шикарная схватка, леди и джентльмены, дайте больше энергии. Ну, а что можно поздравляем. сказать? Да. Вторая встреча спустя чемпионат мира, который не так давно был. Ну, на ваш